В соответствии с указом главы государства о создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сегодня состоялось собрание членов соответствующей областной комиссии. Напомним, ранее в области были созданы небольшие рабочие группы по полной реабилитации жертв политических репрессий. Подробнее в нашем следующем материале. Члены рабочей группы определились основные направления исследований по 4 рабочим группам. Рабочие группы, созданные при областном управлении культуры, архивов и документации, собирали архивные материалы, исторические данные и документы для политического оправдания, осуществляя планомерные поисковые и исследовательские работы по своим направлениям. Однако члены комиссии не скрывают, что еще есть вопросы, которые нуждаются в изучении. Оправдать жертв репрессий – это долг будущих поколений. Главная цель проведения данной конференции, чтобы молодые люди узнали о судьбах и жизненных историях того времени, также этапах политических репрессий. А в дальнейшем сегодняшняя молодежь передавала эту историю последующему поколению. Есть еще секретные вещи, которые еще предстоит изучить. Это не раскрывалось, и об этом старательно умалчивалось в советское время. Это историческая правда. Рабочая группа посетила районы, провела анкетирование среди населения с привлечением краеведов, аксакалов сельской местности, организовала работу по написанию воспоминаний свидетелей и потомков политических репрессий в книге «Народная память». В результате определены координаты 35 мест захоронения по 10 районам Жамбылской области. Подготовлена карта и издана брошюра с указаниями. Также на совещании члены комиссии вкратце поделились исследованиями. Решением правительства от 16 февраля 1936 года немцы и поляки были переселены в Жамбылский район 1000 человек, в Миркенский район 500 человек. Затем в июле-октябре 1937 года, когда формировались границы. По решению Политбюро армян, Азербайджан, представителей Средней Азии переселили в Сибирь, так как в то время политические тенденции, такие как шпионаж, японский шпионаж, были настолько популярны, что многие попадали под подозрение. Чтобы они не связывались с родственниками по ту сторону границы, представители различных этносов и этнических групп были отосланы. Таким образом, между ними были разорваны всяческие связи. В результате исследовательской работы, реализованной на основе официальных документов и программ за годы независимости, вопрос голода и массовых политических репрессий стал рассматриваться тщательнее, потому что требовалось специальное изучение данных, отражающих самые мрачные времена советской эпохи. Тимирлан Исраилов, Аджан Солобеков, Азамат Бескенов, 77 News.